Эвелезелден адам яшайышы бір сыра, она кереклі шейлерінің пейда олмасына имкан яратқан. Олар кеткете қадими эшялар кеби белгіленді. Вечеші түрлі санат жерянварны мейданға кетірді. Шымдық вақыт шу жерянвар я ишлетілмей, я да муафақиетнен инкишаф ете. Оларға эбеди өмірні истидатлы санат ustaları bağışlay. Ve böylece geçmiş ve gelecek arasında bağ tutkanları hakkında aslında farkına varmaylar. Некоторые возвышают искусство о том, что там жизнь короткая, искусство вечно. Нет, я этим не болею. Это для меня вот какое-то удовольствие, да, это что-то для души, это способ передачи, наверное, с моих там, мыслей, эмоций, каких-то переживаний там внутренних. Miras programması bu sefer heykelinin yanı ceryanlarından biri barelyef hakkında hikaye etmeye istey. Ve bu mod sanat Kırım Tatar aleminde nasıl aks olunganını gösterecek. Eskiz ve cifsinden yani gipsten kıyılgan plitalar. Aletlerden штапель, bıçacıklar, mala yani мастерок ve fırçalar. Olar yani obrazlarının peyda olmasına haqiqiy yardımcılardır. Adetince obraz icatkarga sonsuz hayallarının dünyasından kele ve birkaç gün ya da ay devamında biz ustanın şah eseri yaratılmasının şahı olamız. Eski mimarlık abidileri, evlerinin keramet damları, tar sokaklar ve gizli minareler bütün bularını barelyef canlandıra. Ya barelyef aslında nedir? Barelyef heykel relyefinin çeşidi olan. Relyef ise Öznev betinde Fezanın zemininde tasvir olungan heykel eseridir. Kanun boyunca tasvir olungan resimnin çıkılması işinin yarı miqdarından çok olmamak gerek. Barelyef esasen mimari inşaatlarının ilvanı olarak keng tarqala. O abideler, heykeller, stella, hatıra tahtası, pul ve medallerini bile yaraştıra. İşler ise cifsin, tunç, ağaç, mermerden yapılan. Cihanda bu heykel sanatının çeşidi ta paleolit devrinde ağaç ya da kayadan oyulgan resmi şeklinde rastgelgen gibi sayılmakta. Zamonevi ressamlar şu an'aneni öz işlerinde devam ettire. Художественная керамика – это тот принцип вот, в изобразительном искусстве, который он объемлет многие направления. То есть там есть и живопись, там есть и, скажем, дизайн, да, то есть, как говорили наши там, мастера, если ты смог закомпоновать орнамент внутри какого-то там сосуда, то ты справился с интерьером. То есть, если ты смог это сделать на внешней части этого сосуда, ты смог справиться с экстерьером. Как бы. Ну, такие вот принципы. Кроме живописи, также есть керамика, скульптура и так далее. То есть вот и как-то закончив керамику, уже на вольных хлебах, да, после универа, не было такой базы, чтобы вот прям развиваться как керамист там, и покорять какие-то керамические вершины. Нет. Но тяга к объему, она оставалась. И то есть это вылилось вот во что-то такое, в барельеф по принципу, и вот по материалу это был гипс. То есть то, что быстрее, скажем, было в изготовлении, в исполнении, и способов там, передачи мысли, конечно, намного меньше, чем в керамике, чем у глины. Но и тем не менее, вот я как бы, пока остановился тут. Erber usta icat etkende proses devamında en başında akılga koyulganı birkaç sefer denişe gibi fikir yanılık değil. Şu denevde meraklı neticelerge alıp getire.
была такая работа, делали большое панно, ну, скажем, относительно большое, там где-то было планировалось метра 3. Мы его поделили на 3 части, и в итоге 2 части уехали в одну сторону, одна часть уехала в другую сторону. То есть изначально был один заказчик, были одни условия. После в процессе там много чего поменялось, и эту работу мы просто уже распродали по кускам. От этого не поменялась композиция. Композиция была, просто мы делали изначально по принципу триптиха. То есть это то, что оно работает в целом и также может работать по частям. Все имеет какие-то определенные трудности. Где-то, где ты рубишь там прямой стамеской, ты просто переключаешься на какие-то плавные линии, тебе это уже трудно. Ты переключаешься с архитектуры там, на какие-то деревья, скажем, тебе это трудно. Также ты налепил деревья, переключаешься на архитектуру, тебе это трудно. То есть везде есть какие-то трудности, везде какие-то есть преграды, но то есть, если ты поймал какую-то волну, увлекся работой, ты идешь и все, ты преодолеваешь это. Просто ты не думаешь об этом, что оно трудно или легко. Ты это делаешь. Да, есть какие-то моменты, где ты можешь оставить, пойти попить кофе, походить, посмотреть, потом вернуться к этому. Кырым-татарларда заманеви вакыт, барельеф эсасен интерьер илваны gibi işletilir. Bundan gayrı onu mimari объектлерде, хатыра тахталарында sık rast getirmek mümkün. Amma mevzulары daima bir. Güzelden güzel vatanımız, ulu şahıslarımızdır. Ну, нужно понимать задачу. В первую очередь, какая задача. То есть, что эта работа будет? Она будет там камерная какая-то? Или это будет что-то такое необъятное, состоять из кусков? Из этого выбирается материал. То есть, это либо конкретно скульптурный гипс, либо какие-то там гипсы вяжущие, либо более того, что там какие-то бетонные работы. Там, потому что барельеф — это плоская скульптура, то есть это изначально корни от скульптуры отходят. И нужно понимать, что ты хочешь в итоге получить. Согласно этого ты уже двигаешься. То есть готовишь основу, либо это отливается плита. Но чаще всего, вот давайте я вам просто расскажу, допустим, на примере этой работы. Это была отлита плита, то есть мы примерно понимали, какая у нас будет резьба, какая будет глубина. Это высокопрочный скульптурный гипс. После этого наносится у него изображение, то есть вы строите, простраиваете каждой там детали, ну, основные, скажем, детали. Вот. Для этого нужно там, я пользуюсь стамеской, кто-то пользуется мастихином, кто-то работает по принципу, что накладывая какую-то там массу, он пролепливает, и ему отсекать, ну, там, скажем, нужно совсем немножко. Я не знаю, линейки, карандаши всякие, там, царапалки и так далее. И все, и на выходе у вас барельеф. Каждая работа какая-то история, потому что каждая работа бывает крайне редко, когда ты делаешь какую-то работу, вот я захотел, я сейчас сделаю, и там вопреки всему тому, что есть там какие-то бытовые потребности и так далее и тому подобное, ты делаешь что-то. Это бывает крайне редко, и в основном вот все работы, они связаны в первую очередь с заказчиком. То есть у тебя есть заказчик, у тебя есть какая-то задача, и если сам человек — это какая-то история или трагедия, то вот, в принципе, твоя работа, она движется примерно так же. İlham bir icadi adam için şah eserlerinin yapılış çıkrağıdır. Bir ustanın ilham hakkında öz fikri var. Вдохновение в моем случае — это какой-то короткий всплеск эмоций, который надо вот успеть поймать, распознать, выложить его там на бумагу
и, скажем, потом развивать и уже выкладывать в материал. И после того, как вот этот миг пролетел, уже вдохновения как такового его нет. Остается, то есть ты загорелся, остается интерес, остается желание что-то вот увидеть его завершение, и после этого начинается долгий, нудный труд. Барельеф усталары Кырым татарлар арасында бек чок дегіл. Ama әр бірісі эсеріне милли колоритны бағышламаға тырыша. Адетінже әр ішнің өз тарихы бардыр. Ирфан Османовның ишлері мисал olarak ватанымыздың әр бір көшесіне алып кете, eski вақытқа далдыра. Ve адамның яшайыш қиметі ақында түшінмеге имкан ярата. Sanatның әр бір чешіті халқымыздың айырылмаған парчасыдыр ve en kıymetli hazinesi. Aynı onun yardımıyla biz yaş nesil öz tarihimizni, medeniyetimizni ve urf adetlerimizni öğrenebiliriz.